Меня зовут Андрей Попов. Да, я пишу стихи, вот член Союза писателей России с 1996 года. Я родился в Воркуте, это северный город. Вот, попал туда по воле родителей, они там жили очень долго, и я там уже прожил где-то больше 40 лет, наверное. Сейчас трудно даже посчитать сколько, потому что они все смешались в такое одно общее воспоминание. Мой далекий предок, он Иван Алексеевич Куратов, у него была сестра Антонина. Она вышла замуж за священника отца Константина Попова. У отца Константина Попова было много детей, но один из них стал тоже священником, его звали отец Михаил Попов. Он был настоятелем храма, который сейчас в Куратове, ну тогда назывался Кибры. Вот один из его детей, тогда было очень много у каждого детей, один из его детей был Модест, он был вот главным ветеринарным врачом в Сыктывкаре. Вот поэтому я иногда хотел быть ветеринаром, но, так сказать, не получилось. А отец мой оказался сиротой, потому что мать тоже его недолго прожила без мужа. И он, чтобы не быть никому как бы в нагрузку, он уехал в Воркуту, поступил в горный техникум. Вот. И там учился, там был какой-то паек, там была какая-то стипендия, и он уже мог жить самостоятельно. Потом он там окончил горный институт. Потом защитил диссертацию, и вот он работал там в Печорной проекте. Ну, до этого он был там главным инженером шахты и так далее. Вот. И там я родился. Вот я прочитаю стихотворение, которое называется «Воркутинский вопрос». Я родился в краю гагар, куропаток и белых сов, и сюда никакой Макар не гонял телят и коров. И в судьбе моей падал снег, снова падал, как будто впрок. Я смотрел на него, как зэк, у которого долгий срок. Я смотрел на него в упор, с ним легко соглашаясь в том, что не я выбирал простор, что не я выбирал роддом. Кто же выбрал? Какая цель? Непонятно. Туман и тьма, но зато впереди метель, но зато впереди зима. Надо сказать, что мне как-то, вот, может, не повезло с городом, если так может показаться на первый взгляд. Но, в принципе, я его полюбил и с радостью оттуда в свое время уехал. Я хотел бросить писать стихи, меня встретился вдруг на встрече в Сыктывкаре, я тогда учился в Сыктывкарском университете, встретился Алшутов. Вот. Он говорит, вот с кем шел с каким-то мужчиной, потом тоже оказался поэтом, как бы поэтом, не знаю, не помню, он как-то ушел из моей жизни. Вот. А Алшут сказал, вот познакомься, настоящий поэт Андрей Попов. Ну, я думаю, ну, судьба снова поворачивается ко мне, в общем, лицом, я это самое буду заниматься тем своим делом. Вот. Но потом как бы я постепенно пришел к выводу, что это, кстати, поэзия, это не просто какое-то занятие, не просто какое-то увлечение, не просто там желание кому-то показать свои мысли. Поэзия – это способ жизни. Вот. И поэтому, когда это стало таким устойчивым мнением, стало что-то получаться реальное в литературе, а не просто так вот какие-то удачи, какие-то неудачи, что-то появилась такая генеральная линия. Вот. И дальше мне тоже повезло, меня как-то приехала Габова в Воркуту и сказала, приезжайте на семинар. Мне уже было много лет, там, ну, по тем меркам-то, по советским-то 28 или 27 лет, это же уже старость почти. Вот я уже как бы тоже думал, ну что-то как бы никто меня не любит, никто меня не знает. И тут она меня позвала на семинар, причем там еще у нее какой-то был большой выбор, она выбрала вот лично меня. Ну так, кстати, кстати, вот Надежда Мирошниченко была против, чтобы меня взять на семинар. Вот. Ну, вот. Потом, кстати, я тоже благодарен, что я познакомился с Надеждой Мирошниченко, она очень мне помогла, я участвовал в ее литературном введении «Сыктывкарская мастерская». И вот это общение все с людьми, потом семинар, это республиканский семинар молодых авторов, на который приехал Валентин Устинов, все вот эти обстоятельства, которые могло и не быть. Они как бы с одной стороны логичные, а с другой стороны могли быть и случайные. И вот это мне повезло, мне повезло в чем? В становлении как автора, как поэта. У меня было несколько всероссийских литературных премий и премии правительства Республики Коми. Я думаю, это какой-то показатель профессионализма. И я, в общем, советую почитать мои стихи, они не такие плохие.